Российская Федерация для нас это стратегический союзник, и не побоюсь этой фразы, это единственное государство в мире, которое будет с нами в самые сложные дни нашей жизни. Мы должны работать над собой, мы должны работать над своей системой образования, над своей наукой, мы должны работать над развитием нашей культуры. Мы должны, еще раз повторюсь, развиваться и быть абхазами, где бы мы ни находились. Буквально несколько дней назад вы принимали участие в одном из круглых столов, который проходил у нас в Сухуми. В социальных сетях ваше выступление вызвало очень такой бурный резонанс, и я не могу об этом сейчас не сказать и не задать вам вопрос. Вы сказали в своем выступлении, цитата: «Для мирового сообщества все мы русские». Могли бы вы немножечко об этом подискутировать? Почему именно такая фраза? Мы были на круглом столе, организаторами, который выступал Олег Несторович Доменис со своей структурой. Очень интересной темой круглого стола была Абхазия на постсоветском пространстве, безопасность Республики Абхазия и ее перспективы. Вы знаете, я готовился к этому выступлению, честно вам скажу, но на утро я прочитал новости. Я прочитал новости, которые погибло 2 человека, были раненые. Безусловно, меня это взбудоражило, меня это все... Существует какая-то угроза, Существует, да, безусловно, какая-то угроза, и мы должны понимать уже это и осознавать это. Безусловно, что я коснулся в своих высказываниях темы, что для нас на сегодняшний день идет система с повышенной турбулентностью, скажу так. Мы должны это осознавать. И хочу сказать, что когда я говорил об этом, я говорил о наших соотечественниках, о наших братьях, которые воюют сегодня на территории специальной военной операции. И когда их бомбят, а бомбит их мировое сообщество, я это имел в виду, бомбит их мировое сообщество. Я думаю, что, скорее всего, где-то из контекста фраза была вырвана. Да, к сожалению, и тут хочется воспользоваться случаем, что называется, обратиться к нашим согражданам и попросить их о следующем. Дорогие друзья, давайте будем доверять друг другу, давайте не будем искать врага внутри нашего общества. Мы все друзья, родственники, родные, близкие, мы все матеря, мы все братья и отцы. В нашем обществе, я глубоко убежден, нету врагов. Давайте отдадим себе, уже скажем правду, отдадим себе отчет, что наши враги находятся на внешнем периметре. Это Республика Грузия, это блок НАТО и другие государства, которые будут бомбить и убивать нас, так же, как и убивают наших соотечественников, воюющих бок о бок с другими людьми, которые сегодня, к сожалению, погибают. И они погибают, и их не разделяют. Они русские, башкиры, буряты, абхазы, они погибают. В Соединенных Штатах, в Латинской Америке мы все выходцы из Советского Союза. Для них мы все русскоговорящие, из-за этого мы тоже не перестаем быть абхазами. И более того, честно, мне радует, что наши соотечественники так отреагировали, да, потому что определенный резонанс. Да, нас кипит наша кровь, безусловно, мы всегда стоим на страже нашей государственности, нашей самобытности, безусловно, это все правильно. Но еще раз хочу повториться, давайте не искать врагов внутри нашего общества. Их здесь нет, я в этом глубоко убежден. Мы все настроены на одно, на благо, на процветание нашей республики. Алхаз, также в своем выступлении вы подчеркнули, что Россия является единственным другом Абхазии. Но некоторые считают, что такая зависимость от одного партнера, это является своего рода слабостью. Как вы ответите на это? Давайте вот о сегодняшних фактах. Сегодня Республика Грузия проводит учения на своей территории. Она проводит учения вместе с Соединенными Штатами, вместе с вооруженными силами Украины, совместно с Турцией и с блоком НАТО. Вот от этого мы должны сегодня исходить. Сегодня Российская Федерация является гарантом нашей безопасности. Безусловно, что именно этот фактор влияет на меня сегодня, как на гражданина. И хочу сказать следующее, что в 2014 году
наш президент на тот момент Рауль Джункович Хаджанба и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о стратегическом союзничестве и партнерстве, где у нас единовекторная политика, где у нас объединенная группировка вооруженных сил. Это великолепный документ, который позволяет нам сегодня находиться в едином пространстве безопасности, вместе с Российской Федерацией. В этом плохого я ничего не вижу. То есть вы сейчас говорите о дальнейшей интеграции с Россией в военной сфере, правильно я вас понимаю? Да, совершенно верно. Но мы за разумное сотрудничество, а не за ее полное заменяемость. Есть вещи, конечно же, аспекты, в которых мы зависим от Российской Федерации. Например, противовоздушная оборона или высокоточное оружие. Безусловно, в этих аспектах мы зависим от Российской Федерации. Но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Но это все в рамках взаимного сотрудничества и поддержки, я так понимаю. Совершенно верно, да. Это продолжение договора, который мы подписали в 2014 году о союзничестве и стратегическом партнерстве. Я хочу сказать, что мы прекрасно проводили мероприятия, которые наши соотечественники сами организовали, и они пошли сами обучаться и организовались в группы. И именно эта модель, на мой взгляд, она позволит держать нашу обороноспособность, боевой готовности. Главное, чтобы никто не посягал на нашу обороноспособность. На мой взгляд, именно сдерживающим фактором здесь будет являться Российская Федерация, как гарант нашей безопасности. И есть страны, международное сообщество, которое никак не может свыкнуться с тем, что Абхазия независимое и суверенное государство. Сохраниться как народ, сохранить наш суверенитет. И в этом я вижу только один путь. Это путь сближения с нашим стратегическим союзником Российской Федерации. Что будет с Россией, то будет и с нами. Не постесняюсь этой фразы, если честно. Сегодня наша судьба решается на территории специальной военной операции. И те наши ребята, которые держат достойно наш флаг, представляют. И для мирового сообщества мы все русские. Вот из этого сегодня мы должны исходить.